Студияда ададым гене дөндік студиямыза бүйін лав гидежек спорт için Гагаузияда хер ел спорт илерлер, ушаклар аңглары занытланырлар түрлі спорт чеşitlerinden bildirерлар Гагаузия түрлі халклар арасы ярышмаларда. Бүйінді студиямызда musafirler Dilçok'tan döndüler öyle bir yarışmadan yeriden getirdiler eve 17 ödül. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня у нас в студии Александр Метеогло, тренер по тэквондо. Илона Филонис. Доброе утро. Доброе утро. Занимается тэквондо. Даниил Гроссу. Доброе утро. Доброе утро. И Юлия Санду. Доброе утро. С каким настроением сегодня проснулись? С хорошим. Как начинается утро спортсмена? Утро спортсмена стабильно начинается с зарядки и с завтрака. Завтрак непременно должен быть здоровым, да? Да. Как у вас, дети, начинается утро? С чего вы начинаете? С зарядки, да? Довольно позитивно. Секция тэквондо в Камрате. Расскажите нам, что это за секция, кто туда ходит, какие возраста детей? Ну, секция у нас открылась в 2015 году осенью. Тогда у нас появились первые дети, тогда начались первые тренировки. И с 2015 года по сегодняшний день у нас стабильно посещают занятия порядка 60-70 человек. У нас возрастная группа начинается с 6 лет и до 15, до 17 лет. Чем этот спорт, скажем так, отличается от других тем, что это вид корейского единоборства, который в основном включает удары ногами. То есть основная нагрузка на ноги, и руки используются в основном для защиты. Вы довольно такой молодой тренер. Расскажите немного о себе, как пришли к этому спорту и как вообще стали тренером? Ну, занимаюсь я уже 6-й год, у меня черный пояс. И честно, все это началось спонтанно. Меня просто пригласили на занятия, я пришел, мне понравилось. Потом я уже втянулся. Потом были первые соревнования. Я понял, что это мое, это адреналин, это то, что мне по душе. И со временем втянулся. Сколько у вас детей обучаются? У меня в группе порядка 40 детей. Расскажите об успехах ваших детей. Ездите ли вы на какие-то соревнования? И что это вообще дает, соревнования для... Ну, на соревнования мы ездим регулярно. Вот буквально сейчас на выходных были в Ставченах на турнире, где участвовало более 400 человек. У нас была команда из 37 человек, и мы привезли 17 медалей разного достоинства. И из последних достижений у нас буквально в прошлом году на чемпионате Молдовы мы заняли 3-е общекомандное место. Что вот эти награды дают спортсмену? Ну, эти награды, во-первых, дают ему уверенность в своих силах. То есть он уже не просто мальчик, который бегает по двору, а титулованный спортсмен с наградами республиканского, международного уровня. Это поднимает его самооценку, это воспитывает его как будущего члена общества. А вот поражения. Давайте спросим у ребят. Это ваши первые соревнования были? Да, нет. Вы уже ездили, да? Наверняка были и поражения, и победы, да? Вот скажите, кто скажет, может, Даниил скажет, вот поражения иногда выбивают из колеи. Было ли такая мысль бросить все, что тебе это не надо, я больше не буду заниматься? Было такое? Нет, никогда не было. Меня всегда тянуло в этот спорт. Я просто утонул в нем. Мне очень он нравится. Ты влюблен в тэквондо, да? Тогда расскажи, как ты первый раз пришел на тренировку. Помнишь ли ты свою первую тренировку? Это было зимой, где-то в начале февраля. Я пришел с дедушкой. Тогда было довольно-таки мало ребят. Еще у нас не было специального мата, даянг называется. И я просто стою, смотрю на тренера. Вижу, ребят бегают по залу, махают ногами, и сперва не понимал, что это. Подошел тренер, поговорил с нами, сказал попробуй. И на следующий день я понял, что это точно мое, это то, что я буду заниматься всю свою жизнь. Ты планируешь на профессиональном уровне? Да.
А кроме тренировок, какие еще, может, фильмы какие-то смотришь? Нет. Не смотришь, только на тренировки. Сколько времени отнимают у тебя тренировки? 1,5 часа. Только 1,5 часа? И Ну, если только в зале, дома тоже занимаюсь. Дома тоже занимаешься. На этих соревнованиях тоже принимал участие. Да. Расскажи про своих соперников, про себя, что ты извлек для себя из этих соревнований. Соперника, к сожалению, имена не знаю, но были хорошими соперниками. Сильные были? Довольно-таки, да. Какое место ты занял? Второе. Второе. Тяжело добиться такого места почетного? Да. Что ты понял? Что тебе вот помогло вырваться на такое достойное, почетное место? Я понял, что я добился, я тренировался, но понял, что надо больше выкладываться на полную, чтобы Дальше было максимального больше, результата да? добиться, да. Давайте спросим у девчонок. Такой вид спорта, мужской вид спорта, но несмотря на это, девочки тоже занимаются этим видом спорта и довольно-таки на профессиональном уровне. Илона, может, ты расскажешь нам, как ты пришла к этому виду спорта, почему выбрала тэквондо? Вообще, моя сестра начала заниматься тэквондо, и я начала вместе с ней. Пошла я в 6 лет. На первую тренировку была тогда осень, было холодно, дождливо. Я пошла, было очень интересно, тогда тоже мало детей ходило. Я тоже начала каждую тренировку приходить. Мне очень понравилось, я сказала, что я буду всегда ходить на этот вид спорта. Мне он понравился, он мне по душе. Ты не пропускаешь, наверное, ни одну тренировку? Или бывает погрешность? Бывает. Бывает, да? Была тоже на этих соревнованиях, да? Расскажи немного про соревнования. Это твои первые соревнования? Нет. Раньше тоже ездила, да? Да. А победы? Первые? Первые, вторые, третьи у меня есть. Ну давай, расскажи о своих эмоциях и чувствах. Вот, что дают тебе соревнования как спортсмена? Соревнования – это веселье и радость для любого ребенка, потому что когда ты туда едешь, там и весело, и слезы, и все, потом там адреналин. Когда ты выходишь на спарринг, у тебя адреналин, у тебя дрожат коленки, тебе и весело, и хочется плакать, все. Весь Да. спектр эмоций Да. да, ощущаешь, да? Что ты себе говоришь, когда чувствуешь, что у тебя уже сил не хватает? Вот что ты говоришь? Илона, давай вперед, надо победить. Ну, Или что? я или ухожу от соперника, или тяну время, чтобы выйти на отдых. Но вообще я вкладываюсь на соревнованиях в полную. Что для тебя важно? Участие или победа? Победа и участие. Ну, победа в первую очередь, да? Да. Юля, расскажи о твоих эмоциях на соревнованиях. Какие у тебя были соперники? На моем уровне, но все-таки так получилось, что я не смогла выиграть второй бой. Так получилось, что вначале я испытывала и радость, и грусть, страх, мандраж, волнение, и все вместе, прям реально спектр всех эмоций. Там и страх за себя, что ты проиграешь, но в то же время, что даже если ты проиграешь, это не конец, это никогда не является концом, потому что проигрыш – это лишь добавок к твоему опыту, и в следующий раз ты точно выиграешь. Ты какое место заняла? Третье. Третье место. Какой-то девиз есть у тебя, которому ты вот следуешь? Сложно сказать, выделить. Ну, наверное, то, что никогда не надо сдаваться и следуй своей мечте. Давайте посмотрим, у нас есть небольшое видео с ваших соревнований. Может быть, вы потом прокомментируете этот бой, который мы сейчас увидим. Да.
Я как понимаю, это был один из боев Да, в соревнованиях. Это был бой нашего самого юного, самого маленького спортсмена. Это был Гриша Яринец. Это были его первые соревнования. Он мальчик у нас 2013 года. Он уверенно провел 3 боя, занял 3-е место. С учетом того, что это его первые соревнования, это был просто превосходный результат. И вот именно его бои зарядили всю нашу команду на дальнейшие успехи в этих соревнованиях. Но вы привезли достаточно много медалей. Как в секции 1,5 часа тренировок, казалось бы, не так уж и много, воспитать вот таких настоящих спортсменов, которые уверенно идут к победе, они не говорят, что нам главное участие, они говорят, мы хотим победить, они идут за этим туда. Ну, во-первых, это желание самого спортсмена. Если ребенок хочет, наше дело помочь, направить, и он уже сам выйдет и добудет результат любой ценой. Во-вторых, это систематические тренировки. Несмотря на то, что это 1,5 часа, это происходит каждый день. Мы каждый день их учим чему-то новому, чтобы они постепенно совершенствовали свою технику. И мотивация. Как ни крути, это мотивация, потому что ребенка нужно настроить на победу, зарядить. Его нужно направить всю эту энергию, что в нем имеется. И с учетом всех усилий, с учетом всех факторов, они выходят и побеждают. Что способствует такой популярности секции тэквондо в Камрате? Я бы сказал зрелищность. Потому что тэквондо – это очень зрелищный вид спорта, который включает разнообразное количество ударов. Это, скажем так, вертушки, которые привлекают всех мальчиков. Каждый, кто приходит к нам, каждый, кто видит, как взрослые спаррингуются, как они эффектно и красочно выполняют удары, заряжаются этой энергией и сами хотят научиться тому же. И вдобавок приводят своих друзей, чтобы они тоже научились, чтобы смогли постоять за себя и красиво выступить на соревнованиях. Вот на соревнованиях выступая, конечно же, ребята показывают свои приемы, вот поправьте меня, если неправильно, технику. К следующим соревнованиям не приходится что-то новое придумывать? Я вам скажу, приходится, потому что соперник, он хитрый и запоминает то, что они делают, и старается подстроиться. Поэтому мы им каждую тренировку показываем что-то новое. Говорим, чтобы они изучали что-то сами, смотрели видео, как это делают более опытные спортсмены на других международных уровнях, чтобы разнообразить свою технику и не дать предугадать себя. Есть ли какой-то прием у ваших детей секретный, который всегда помогает? Есть такой. Там даже не просто прием, это скорее тактика ведения боя. Он какой-то особенный? Да, он особенный, и я могу даже сказать так, что его применяют в основном только ученики нашего клуба. Здорово. Ну, я смотрю, вы не хотите говорить, как Нет. называется. Он действительно секретный. Хорошо. Может быть, какие-то планы есть у вас в дальнейшем расширить свой клуб? Может, готовитесь к новым соревнованиям? Расскажите немного. Ну, из самых ближайших планов, это у нас на следующей неделе, буквально 30 апреля, состоится турнир в Камрате для детей и кадетов. А вообще, по глобальным планам у нас расширение клуба. Как в Камрате, так и рассматриваем перспективу расширения за пределами нашего города. У вас много желающих и нету места? Много желающих и, честно, не успеваем. А бывает ли такое, что приходится отказывать детям? По каким Нет. причинам? Нет, такого не бывает. Мы стараемся всегда работать в тандеме как с детьми, так и с родителями и находить какие-то точки соприкосновения, где им будет хорошо, и нам будет хорошо. С какого возраста можно начать заниматься тэквондо? Я бы рекомендовал с 6-7 лет, потому что тэквондо – это такой вид спорта, который в первую очередь требует у спортсмена дисциплину, во вторую очередь требует растяжку. И именно в этом возрасте можно оптимально развить в ребенке такие способности. Что воспитывает в детях тэквондо, кроме физической формы? Кроме физической формы, это дисциплина. Потому что
как ни крути, это все-таки восточный вид единоборства, который требует постоянного послушания у ребенка. Это силу духа, потому что слабый в спорте – это немного вещи несовместимые. Он может прийти к нам слабым, но выйти от нас сильным. Но если он приходит сильным, то он выходит еще сильнее. Что вы можете порекомендовать начинающим тэквондистам, да? Правильно? Да. Начинающим я бы порекомендовал дисциплину и послушание. Попробовать доверять учителю, который тебя тренирует. Потому что мы все-таки более опытные в этом деле и сможем точно посоветовать, как, в каком направлении развиваться. Спасибо, очень приятно было с вами познакомиться. Приятно, что есть такие дети, которые хотят заниматься спортом, продвигают спорт в Гагаузии и представляют Гагаузию на каких-то международных площадках. И тренеры такие молодые, энергичные, которые любят свое дело и с удовольствием каждый день этим занимаются. Спасибо и вам. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство нашего спортивного лицея в лицее Харлампия Харлампича за предоставленную возможность для выезда, руководство муниципальной спортшколы в лице Тулба Геннадия Борисовича за финансирование и возможность приехать, и примара нашего города Анастасова Сергея Ильича за возможность проводить соревнования, за возможность выезжать на эти соревнования. Потому что ковид немного мешал вот всяким таким он проведениям. выбил из колеи, сейчас... Как у вас год прошел с ковидом и без соревнований? Тяжело было заниматься? Тяжело, но мы подстроились. Мы не прекращали тренировки, мы искали возможность занять детей, давали им дистанционно какие-то упражнения, на свежем воздухе проводили тренировку, выходили из ситуации. Но теперь возобновились, вы теперь в строю и готовитесь к соревнованиям. Мы желаем вам спортивных успехов, чтобы вы, как и хотите, всегда были на первых местах и привозили медали как для себя, так и для Гагаузии. Спасибо. Sevgili seyirciler, bizim programımız ilerler. Kalın bizimle bir şeyin müzikadan sonra yine döneceğiz stüdyamıza.